ее тревоги, боль ее, мои тревоги и заботы. Детство – радостная пора жизни. Но не у всех она бывает счастливой. По-разному складываются судьбы людей. Они часто зависят от времени. Так уж получилось, что нашей Токтыхан выбрало трудное детство. Уже в 14 лет на ее плечи легли заботы о семье. Это было в суровом 43-м году, когда ушли на фронт отец и старший брат. Токтыхан поступила на трехмесячные курсы механизатора и вскоре села за руль своего первого трактора. Конечно, болғандыма үйренсам, үшінші әзіке, үшінші жаман, көмір шақыруа, әгер біздің завод қыламыз, әдемнен шақырып уақытта кішік әдемнен шақырып, әдемнен завод келеді. Сегодня, наверное, даже в музее не встретишь те старенькие тракторы, на которых мы работали. Но тогда я была рада и этому. Ухаживала я за своим колесом, как за малым ребенком, потому и жизнь у него была долгой. Работала на этом тракторе и после войны несколько лет. А сегодня для вас созданы мощные современные машины с удобным управлением, герметической кабиной. И на таких красавцах одно удовольствие работать. Скоро вы закончите школу, приходите к нам. Новые машины и добрая земля ждут вас. Кто поверит, что здесь было болото, комары? Бригада Токтыхан имела участок дальше. Каждый день они ездили на работу мимо этого болота. И вот однажды на заседании правления колхоза Токтыхан и ее подруги заявили, что берутся превратить это болотистое место в участок, на котором можно будет брать большие урожаи кукурузы. Многие тогда удивились. Зачем это вам надо? Зачем себе трудности придумываете? В первый год было освоено 15 гектаров. И все эти годы бригада Токтыхан выращивала на бывшем болоте самые высокие урожаи. Этот участок Ахтубе, теперь уже 800 гектаров, называют спасенной землей. И спасла ее, люди говорят, Токтыхан. У разных людей разные показатели в труде. У одних норма выработки 100%, у других 150%, у некоторых 75%, а есть даже люди, у которых норма выработки 50%. Почему так? Условия труда одинаковые, техника одна и та же, а показатели разные. Все, значит, зависит от отношения каждого к делу, от самоотдачи, от трудовой честности. Перед нами поле. Колхозники вырастили этот богатый урожай. Дни и ночи они работали на этом поле. Сеяли, пололи, поливали. За всем этим стоит большой труд. Об этом мы должны всегда помнить. Наша задача без потерь собрать этот урожай, чтобы ни одного кукурузного початка не осталось в поле. Как этого достичь? Все слагается из простых вещей. К примеру, комбайн косит. И если машина отстанет или оторвется от комбайна, то початки кукурузы летят в сторону.
Чего уж там говорить, иногда мы еще проходим мимо таких фактов. А там, где дело связано с плодами земли, все значительно. Topham için 1957 nihayetinde başlık oldu. Topham şu yıl Ulus Komünistler Partisi'nin katıldığı yıl. Ve şundakla Uygur kızlarının bir biraz kurulған. Да, люди изменились. Как же меняется человек, когда исполняет свои самые дерзкие, рискованные замыслы. И тут его отмечается по достоинству. Тофтихан Разахунова, одна из первых женщин-уйгуров, была награждена орденом Ленина. А труженики Уйгурского района избрали ее в Верховный Совет Республики. Родители недаром назвали свою дочь Тофтихан «Пусть живет». Она живет не только в делах своей жизни, но и в делах своих учеников. За эти годы Тофтихан обучила мастерству механизатора многих девушек. И кто знает, может быть, в одной из них повторится ее судьба. Bu adli Uygur kızı, gelecekte evlat yaşlar için her vakıtta Uygur olup kalıyor. очень просты. Как у земли может быть второе рождение, так и у народа. Разве могли наши деды представить себе уйгурку за рулем трактора? Сегодня это никого не удивляет. И это стало простой истиной. Как то, что мы живем в одной братской семье. Русские, казахи, татары, уйгуры. У нас все общее. И радости, и трудности. И все, что мы видим вокруг себя, это проявление заботы нашей партии о родном уйгурском народе. Член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Ахмедович Кунаев постоянно интересуется жизнью нашего района, знакомится с нашими достижениями. А какой для всех нас был праздник, когда за трудовые успехи 9-й пятилетки нашему уйгурскому району вручили переходящее красное знамя ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВКСН.
И хочется от всей души сказать огромное спасибо нашей коммунистической партии за эту братскую заботу о тружениках нашего района. Sağlık edilir. Bir yurtuzunu bir yurtuz yandırdıdır. Benim yurtuzumun toqtu kadar yandırған. Ömірнің қандай болыдығандығы не? В народе говорят, одна звезда зажигает другую. Мою звезду зажгла Тахтихан Апай. Она помогла мне выбрать свой путь в жизни. И мне и одной. Когда мы еще учились в школе, слава Тахтихан Апай разнеслась по всей республике. И мы стремились быть такими, как она. У каждого есть свой идеал человека. Таким идеалом для меня является Тахтихан Апай. Өзің адын әлгілі білім етті. Шының үшін халық үміт келеді. Тоқты қадар яшыларға юртыз болып тұрды. Счастье. А я вот убеждена, что истинное счастье тогда, когда жизнь человека тесно связана с судьбою земли, когда тревоги и заботы народные – ваши тревоги. Мне, простой уйгурской женщине, повезло, что я выросла и работаю на этой вот земле, что всю жизнь окружали меня удивительные люди. За это я и благодарю свою судьбу.